Торты, пирожные, рулеты, кексы и другие вкусные десерты. Такое пиршество было организовано в ресторане «Эрцах». Торгово-промышленная палата Абхазии устроила горожанам настоящий сладкий праздник. В конкурсе кондитеров могли принять участие все желающие, как представители ресторанов и пекарен, так и частные лица. В этом году кулинарное состязание объединило 25 кондитеров со всех районов Абхазии. Среди них Йоланта Бигвава. Она представила на конкурсе 2 изысканных торта. Мини-версия свадебного торта, он весь съедобный. Я сейчас как раз делаю разрезы и могу развернуть, показать его частично внутренний мир. Вот он, смотрите, состоит из 4 ярусов. Здесь малиновое облако, здесь ванильный бисквит. Это тоже по системе падающего торта сделаны. Так называемый антигравитационный торт. И он, вот смотрите, шатается вопреки законам гравитации. Каждый мастер пытался удивить публику изюминкой. Кто-то несколько ночей провел над рецептом крема, тающего во рту. Другие заманивали оригинальными узорами и свежими ягодами. Торт уже давно не просто кондитерское изделие. Сегодня это настоящее произведение искусства, при выполнении которого кондитеры старались проявить весь свой профессионализм и мастерство. Вот, например, эти лакомства даже жалко резать и есть. В числе конкурсантов есть известные пекари и новички в кондитерской сфере. Гаяна Кайфиджан впервые принимает участие в конкурсе. Она признается, что торт в виде граната готовила практически сутки. Сначала коржи, потом крем. А что за крем? Ну вот, например, у Океана идет сгущенка с маслом сливочным. Он домашний считается. У граната тут крем идет сливки и маскарпоне сыр. Верхушка делается как бы типа горы и море у нас. Кавказская тема, Черное море. По словам организаторов конкурса, подобные мероприятия – это стимул для всех его участников. Праздник сладости проводится в республике 7-й год подряд и уже стал традиционным. В этот раз почетными гостями сладкого соревнования стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них была организована специальная развлекательная программа. В этом году мы неспроста решили приурочить мероприятие к международному празднику Дню защиты детей, потому что мы сегодня с вами вместе имеем возможность наблюдать наших долгожданных и многоуважаемых гостей. Это ребятишек, которые, как правило, любят сладости. Стоит также отметить и те номинации, которые уже стали традиционными в рамках конкурса. Мы в этом году решили учредить новые номинации, потому что с появлением новых современных технологий, новых тенденций меняется мода, и у человека всегда должен быть выбор, на наш взгляд. И при этом появляются новые какие-то кондитерские изделия, которые пользуются спросом у покупателей. И на наш взгляд, наши кондитеры абсолютно не уступают зарубежным кондитерам своим разнообразием готовой продукции и тем же вкусовым качеством. Представленные кулинарные изделия продегустировали члены жюри под председательством руководителя Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии Галуста Трапезаняна. Для оценки работ конкурсантов также был приглашен известный французский шеф-повар Жан Ашнер. Всего в конкурсе «Праздник сладости» 10 номинаций. Самой престижной, безусловно, считается звание лучшего кондитера года. В этом году им стал Антон Шиховцов, шеф-повар ресторана «Леон». После окончания конкурса полакомиться сладостями могли все желающие, а их было немало. Буквально за короткий срок все десерты были распробованы, а кондитеры уже задумались над новыми вкусными рецептами. Эсма Гуланзе, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.